Повышение авторитета семьи и укрепление традиционных ценностей остается приоритетным направлением для государства. Несмотря на внешние вызовы, пандемию и санкции, поддержка семей с детьми ежегодно растет. Сейчас помощь предусмотрена от рождения и на весь период взросления детей. Установлены новые выплаты на детей от 8 до 17 лет. В регионы вводятся свои дополнительные бонусы. Ольга Коняева продолжит. В семье Размысловых двое детей. Ожидается и пополнение. 10-летний Владик мечтает стать летчиком и возить каждый год маму на море. Василиса в свои 6 уже грезит олимпийской медалью в художественной гимнастике. Родители только за. Хорошее подспорье для семьи – государственная поддержка. Мама по беременности получает на питание и пособие всего 9,5 тысяч. А еще выплаты на каждого ребенка. Поддержка, естественно, нужна, потому что сумма получается ежемесячно довольно-таки хорошая. Если 100% одобрение, то почти 30 тысяч. И с условием, что двое детей, это значительно. Она помогает в плане и одеть детей, и питания, и на какие-то их развлечения определенные. У нас есть сейчас правило, то, что детям приходит пособие, они знают, что оно приходит, и ежемесячно я им на их личные карты скидываю по 1000 рублей, они себе копят на отпуск, который мы собираемся в дальнейшем. Помощь семьям в нашей стране начинается еще с периода беременности. Дальше при рождении ребенка единовременная выплата – более 20 тысяч рублей. Ежемесячное пособие на детей до 3 лет полагается семьям с достатком меньше 2 прожиточных минимумов на каждого, от 3 до 7 со среднедушевым доходом меньше 1 МРОТа. Новая мера поддержки – пособие на детей от 8 до 17 лет для неполных нуждающихся семей. Продолжает действовать материнский и региональный семейный капитал. С 1 июля этого года в Коми действует и новый проект «Подарок новорожденному». Такие появились в 42 регионах, но везде правила разные. Подарок для новорожденного в каждом из субъектов свой. Он разного содержания и предоставляется он тоже по-разному из принципов. Где-то в субъектах предоставляется только малоимущим семьям, а где-то предоставляется только мамам-одиночкам, а где-то при рождении 3-го либо 2-го ребенка. У нас в республике принято решение, что подарок новорожденному будет вручаться каждой семье, независимо от уровня их дохода, а также на каждого родившегося ребенка. Подарок младенцу разработали региональные ведомства совместно с российскими производителями по поручению главы Коми. Постельные принадлежности, пеленки, распашонки, памперсы, средства для ухода и купания. Такие бэйби-боксы уже в этом году предполагается вручить более 7 тысячам семей республики. Система поддержки семей с детьми – это и кэшбэк на детский отдых, и социальные льготы многодетным, и социальный контракт для нуждающихся семей. За те 2 года, что он уже реализуется в Республике Коми, более 8 тысяч семей, в том числе уже 1000 в 2022 году, стали участниками социального контракта. В социальном контракте несколько направлений, 4. Наиболее популярным у семей, наиболее важным для нас является социальный контракт по поиску работы. Что это означает? Означает, что малоимущая семья обращается в Центр социальной защиты и говорит, что доходы у нее сейчас невысокие, потому что члены этой семьи временно не работают, являются безработными. Пока участник социального контракта ищет новую работу, ему перечисляют пособие в размере МРОТа 4 месяца. Дополнительно можно получить 30 тысяч рублей на переобучение или повышение квалификации. Одно из популярных направлений соцконтракта – свое дело. Можно стать самозанятым или индивидуальным предпринимателем. Субсидия в таком случае составит до 250 тысяч рублей. Центр «Мой бизнес» поможет образовательными программами. Валентина Буяк выбрала актуальное сегодня направление, предоставляет юридические услуги по банкротству физических лиц. Я написала бизнес-план, представила в соцзащиту, собралась комиссия. Все рассказала, одобрили, закупила необходимое оборудование, сняла офис, начала заниматься этим делом. Еще одно направление по соцконтракту – развитие личного подсобного хозяйства, на что государство выделит 100 тысяч рублей. Есть важный нюанс – участок должен быть зарегистрирован не как садовый, а сельскохозяйственного назначения. Зато и спектр абсолютно широк, можно заниматься всем, чему душе угодно в рамках личного подсобного хозяйства, разводить пчел, кроликов, птиц, выращивать ягоды, овощи, все, что позволит семье
выйти на так называемое товарное производство, то есть хоть что-то продавать из своих выращенных на личном подсобном участке товаров. Мы не ограничиваем семьи по тому дополнительному доходу, который он получит. Получит он 20 тысяч рублей от своего предпринимательского хозяйства, замечательно. Получит он 1000 рублей от личного подсобного хозяйства, тоже неплохо. Более половины участников социального контракта успешно преодолевают жизненные трудности. Зримый результат – это снижение количества малоимущих семей за 2 года в Коми на 20%. Социальный контракт – это эффективный инструмент для семей с детьми стать финансово независимыми. Ольга Коняева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.